Критериальное оценивание является инструментом повышения качества знаний учащихся. Это способ определения степени реализации учебных целей и достижения планируемых результатов обучения. Цели оценивания – анализ достижения учащимися целей и результатов обучения в соответствии с учебной программой, установление оперативной взаимосвязи между учителем и учеником для выявления особенностей организации учебного процесса и усвоения учебного материала, внесение корректив в организацию учебного процесса. При существующей системе оценивания отсутствуют четкие критерии оценки достижения планируемых результатов обучения. Педагог выставляет отметку, ориентируясь на средний уровень знаний класса в целом, а не на достижение каждым учеником единых критериев. Отметки, выставляемые учащимся, не дают представления об усвоении конкретных знаний, умений и навыков, что не позволяет определить индивидуальную траекторию обучения каждого ученика. Отсутствует оперативная связь между учеником и учителем в процессе обучения, что не способствует высокой мотивации учащихся к обучению. Определяя задачи оценивания, мы все хотим, чтобы наши ученики были уверены в себе, ставили перед собой высокие цели и достигали их. Это мотивирование учащихся, дифференциация, отслеживание прогресса и коррекция результатов обучения, определение уровня подготовки учащихся на каждом этапе, обеспечение обратной связи между учеником, учителем и родителем. Цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании условий для достижения учащимся наивысших результатов. Все участники процесса должны заранее знать условия и критерии оценивания, которые должны быть предельно ясными и понятными. Они должны быть достаточно многообразны, чтобы получить наиболее объективную информацию о состоянии развития учащегося. Не только учитель, но и учащийся должен представлять себе то, над чем ему необходимо работать в ближайшее время. Итак, критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования и способствующими формированию учебно-познавательной компетентности учащихся. Виды критериального оценивания, формирующие текущее оценивание уровня усвоения знаний и навыков в процессе повседневной работы, которое не влияет на итоговые оценки, и это позволяет снять страх у учащихся перед ошибками, и констатирующее итоговое суммативное оценивание, определяющее уровень сформированности знаний и учебных навыков при завершении изучения блока учебной программы. Отметки за суммативное оценивание являются основой для определения итоговых отметок за отчетные периоды, полугодие, год. При критериальном оценивании оценивается только работа учащегося, которая сравнивается с образцом, эталоном правильно выполненной работы. Учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы и информировать родителей. Оценивают учащихся только то, чему учили. Критерий оценивания представляет конкретное выражение учебных целей. Итак, критериальное оценивание позволяет учителям разработать критерии, способствующие получению качественных результатов обучения, иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности, улучшить качество преподавания, выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей, использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания. Оценивание должно быть спланировано таким образом, чтобы использовались различные стратегии оценивания. Оценивание проводилось постоянно в ходе учебной деятельности. Оценивалось решение наиболее важных задач при изучении учебной темы. Учащиеся вовлекались в процессы оценивания. Процесс оценивания строится на таксономии Блума – знание, понимание, анализ, синтез, оценка. Учащимся необходимо знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования результата, осознавать критерии успеха, участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников, использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, критически мыслить, родителям получать доказательства уровня обученности своих детей, отслеживать прогресс в обучении, обеспечивать им поддержку в процессе обучения. Спасибо за внимание. Вопросы и комментарии можно отправлять по электронной почте.